На База ТВ. Время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Выборы в органы местного самоуправления состоялись 8 ноября в столице и во всех округах всех районов Абхазии. Следует из данных местных избиркомов. В районных собраниях 161 депутат. На эти должности претендовали более 280 человек, как члены политических партий, так и самовыдвиженцы. В субботу наши корреспонденты следили за ходом голосования в столице, а в воскресенье уже узнали о предварительных итогах голосования. Обо всем по порядку в следующих материалах. 8 ноября в Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. 284 кандидата претендуют на 179 депутатских мест. 41 кандидат баллотируется в Сухуме. 38 из них – самовыдвиженцы, 3 – представители партии Амцахара. К 12 дня явка на различных участках составила от 10 до 16%. По словам членов избирательной комиссии, участковых комиссий, наблюдателей, людей голосуют немного больше, чем на подобных выборах в прошлый раз. На участке округа номер 3 с самого утра многолюдно. По словам председателя участковой комиссии, среди голосующих как никогда много молодежи. В 10 часов утра уже очень много человек пришло. И я думаю, что молодые все больше и больше хотят, наверное, проявить себя и показать, и пойти в городское собрание. Кто приходит, все среднего возраста. Особенно приходят и молодежь тоже. Как говорят избиратели, им важно знать, что человек, который будет представлять их в Сухумском городском собрании, станет их помощником. С утра стоит встать, сделать все-таки свой выбор, потому что это люди, которые будут у вас во дворах, которые будут вам помогать, так скажем. Поэтому, я думаю, стоит все-таки выбрать человека одного определенного. И мы, так скажем, не то что требовать, мы будем рядом стоять и помогать. Мы будем везде сопутствовать. Согласно спискам, в Сухуме всего 39 021 человек, обладающих избирательным правом. Но при этом в участковых комиссиях говорят, что списки недоработаны. Многих приходится вносить в дополнительный список или вычеркивать. Несмотря на то, что только 11 часов, у нас уже 14 человек в дополнительном списке. Хотя эти люди постоянно приходят и у нас голосуют. Мы их уже знаем не один год, не первый год они приходят голосовать, и постоянно они в дополнительном списке. Как думаете, с чем связана эта ситуация? Мне кажется, не так хорошо работают люди, которые должны заниматься этими списками. Мы, кстати, они нам дали нам списки, мы их проверили, многих мы вычеркнули, что есть умершие, есть те, которые проживали не на нашем участке, мы их всех вычеркнули. Но списки сейчас дали нам тоже не очень хорошие. Многие записаны по 2 раза люди. Как говорят в Сухумском избиркоме, такая ситуация со списками складывается из-за того, что они давно не обновлялись. Корректировать их будут уже после выборов. Как раз настал тот момент, когда нужно заняться этим прежде всего, потому что у нас списки дублируются, что на парламентских, что на президентских выборах, и этот дополнительный список только увеличивается. Мне кажется, это огромный пласт работы, которым нужно заняться именно сейчас, чтобы исключить вот эту дополнительную работу, нагрузку на избирательную комиссию, на участковые комиссии, в принципе, на время людей, которые приходят голосовать. По словам члена избирательной комиссии, ни одного нарушения к полудню выявлено не было. Жалоб с участков не поступало, а явка достаточно высокая для местных выборов. Избирательная комиссия в составе объезжает все участки. Мы со всеми на связи, пока никаких нарушений нет. То есть мы оперативно реагируем на все, и пока идет все в законодательном уровне, все в рамках закона. Однако, по мнению председателя участка 8-го округа Бориса Чулария, сегодня в первой половине дня проголосовало меньше людей, чем на прошлых выборах в органы местного самоуправления. Он связывает это с изменением выборного законодательства. В прошлый раз, прошлые выборы местного самоуправления, они проходили согласно общего закона о выборах. А сейчас есть законы о выборах местного самоуправления. Люди, которые имеют абхазские паспорта, но прописаны в Российской Федерации, в абхазском паспорте не указан местный прописочку, то ему давали открепительный талон из Центральной избирательной комиссии. Он приходил с правом голосования. А сейчас ЦИК, Центральная избирательная комиссия местного самоуправления, такой открепительный талон не дается.
Выборы продлятся до 8 вечера. Они будут признаны состоявшимися, если проголосуют 25% избирателей. Предварительные итоги голосования будут известны уже 9 ноября. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. Окончательные итоги будут подведены в течение 3 дней. Заявление комиссии об окончательных итогах будет чуть позже, завтра. Но предварительные итоги уже известны. Все округа сдали документацию, и уже известно, во-первых, победители на каждом округе, во-вторых, окончательные итоги голосования уже известны. Вот они у меня здесь на руках есть, и, в принципе, я мог бы назвать. У нас было 19 округов. На первом округе выиграл Туш-Байнал, второй округ Амич-Байнал, третий округ Начке-Бианри, четвертый округ Кишмари-Айнал, пятый округ Чхеидзе-Давид, шестой округ Витыня-Лаша, седьмой округ Витыня-Беслан, восьмой округ Ося-Дмитрий, девятый округ Эшпа-Батал, десятый округ Календжан-Аик, 11 округ Делба-Вячеслав, 12 округ Джиба-Алхас, 13 округ Гем-Мастамур, 14 округ Чамагу-Энвер, 15 округ Бира-Эльвира, 16 округ Барганджа-Беслан, 17 округ Шакая-Давид, 18 округ Инавшпа-Денис и 19 округ Кутар-Бараман. Теперь, что касается самих выборов и как они прошли. В ходе голосований были какие-то недопонимания мелкие, но комиссия оперативно выезжала на места, разбиралась с ситуациями, и в итоге у нас нет ни одного акта о нарушениях, у нас нет ни одной жалобы по поводу проведенных выборов. И в этой связи мы считаем, что выборы прошли достаточно успешно. Вопрос успешности еще заключается в самой явке, насколько они были представлены и какое количество в конечном итоге пришло. Надо сказать, что прошлые выборы были в районе 26-28% от общей явки. И, насколько я помню, несколько округов, на нескольких округах не состоялись выборы, и были перенесены, и были новые явки. У нас нет ни одного округа, по которому будут перевыборы. На всех округах выборы считаются состоявшимися. Окончательно комиссии подвели итоги. И общая явка приблизительно составляет более 39%. Около 40%. Мне кажется, это сопоставимо и с парламентскими выборами, и вполне себе сопоставимо и президентскими. То есть активность населения была достаточно большая. Это сопряжено, мне кажется, с информационной поддержкой. Это сопряжено еще тем, что кандидаты имели возможность выступать по телевидению, и в том числе представлять свои программы, и интерес к этому существенно вырос. Плюс было достаточно большое количество социальной рекламы, где я хочу поблагодарить обе телекомпании, где компания ГТРК совершенно безвозмездной основе, без единой копейки денег, всю социальную рекламу, всю социальную часть рекламы они сняли и активно вели социальную рекламу на день выборов. Хочу поблагодарить телекомпанию «Абаза», которая провела нам эфир. И в конечном итоге все это дало какой-то общий результат, и информационная поддержка, и реакция комиссии на местах. И я даже скажу, что у нас в общественном транспорте, помимо баннеров, которые, вы знаете, по всему городу расставлены, приди на выборы такого-то числа, в общественном транспорте, в автобусах стоят экраны. И даже на этих экранах мы договорились, и постоянно в течение месяца шла социальная реклама о том, что нужно прийти на выборы. Все это вместе дало конечный результат. Уже в среду, 12 ноября, состоится первое заседание 8-го созыва Сухумского городского собрания. Главы администрации городов и районов продолжат исполнение обязанностей. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Бадра Гунба, сообщает пресс-служба президента. В связи с истечением срока полномочий депутатов органов местного самоуправления республики и в соответствии с законом об управлении в административно-территориальных единицах главам администрации районов и городов Абхазии поручено продолжить исполнение своих обязанностей до соответствующих назначений глав администрации в установленном законом порядке. Международная конференция «Выборы в многополярном мире. Суверенитет, доверие и трансформация электоральных процессов» прошла на днях в Сухуме. В мероприятии, организованном Центральной избирательной комиссией Абхазии, приняли участие представители ЦИК Республики, Южной Осетии, Приднестровья,
России, а также профильные эксперты из Италии, Кении, Франции, Сербии, Кореи, Аргентины и Эфиопии. Эти эксперты выступили также наблюдателями в ходе выборов в органы местного самоуправления в Абхазии. Видеоверсию международной конференции смотрите в нашем вечернем эфире. День милиции отметили сотрудники правоохранительных органов Абхазии. Торжественное заседание прошло в Государственной филармонии имени Гумба. Новое знамя, очередные звания и поздравления от коллег. Как сотрудники МВД отметили 104 года со дня основания, расскажет Надежда Боровикова. Редкая картина на официальных мероприятиях. В Государственной филармонии имени Гумба нет свободных мест. День милиции отмечают сотрудники органов внутренних дел Абхазии. Президент Бадра Гумба поздравил представителей МВД с профессиональным праздником. Этот день является поводом выразить глубокую признательность всем, кто стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности наших граждан. Органы внутренних дел Абхазии по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права и интересы граждан, борясь с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, обеспечивая безопасность на дорогах. Милиция Абхазии бережно хранит славные традиции, заложенные старшими поколениями. Среди сотрудников органов внутренних дел многие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, проявившие мужество и героизм в годы испытаний. Сегодня перед органами внутренних дел стоят серьезные задачи: повышение эффективности работы, укрепление дисциплины, совершенствование профессиональной подготовки, внедрение современных методов и средств обеспечения правопорядка. Многое уже сделано, а многое еще предстоит сделать. Государство со своей стороны уделяет и впредь будет уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения сотрудников и Министерства внутренних дел, и в целом самого ведомства. Указом президента заместителю министра внутренних дел полковнику Беслану Чкадуа присвоено очередное звание генерал-майора милиции. Кроме того, Бадра Гумба торжественно вручил министру внутренних дел Роберту Киут новое знамя министерства, разработанное в этом году. В уходящем году органы внутренних дел Республики Абхазия достигли значительных успехов. Благодаря вашему профессионализму и оперативности мы усилили меры по борьбе с преступностью и значительно снизили уровень правонарушений. Особо хочу отметить вклад в обеспечение общественного порядка во время ключевых общественных мероприятий от выборов до праздников. Ваша ежедневная работа позволяет гражданам Абхазии жить в мире, растить детей и строить будущее. От имени всех сотрудников органов внутренних дел выражаю искреннюю благодарность президенту Республики Абхазия за его неустанное внимание к вопросам общественной безопасности, личное участие в решении ключевых задач и доверие, которое вдохновляет нас на новые свершения. Это торжественное событие, вручение знамени Министерства внутренних дел Республики Абхазия, стало ярким выражением доверия президента и высокой ответственности, которую мы ощущаем, продолжая служить на благо общества. Председатель Ассоциации ветеранов МВД, участников боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии, полковник Аслан Дгебия, рассказал о сотрудниках милиции, которые боролись за свободу Абхазии во время войны. В войне участвовало до 400 человек, сотрудников Министерства внутренних дел. Из них во время войны погибло 41. После войны 73 при исполнении служебных обязанностей. Все эти люди делали так, чтобы наше будущее было. То, что мы сегодня имеем, это благодаря этих наших героев. Всего было 28 героев Абхазии, сотрудников Министерства внутренних дел. Из них 8 героев на поле брани погибли.
всем при исполнении служебных обязанностей после войны. Эта цифра дорогого стоит. Жизнь многих родителей, детей, но их не стало. Осталось в живых 11 человек. Они трудятся сегодня на разных должностях, на разных местах. Самое главное, что они живы и здоровы. Поздравительный адрес от имени заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова зачитал представитель МВД России в Абхазии Сергей Галенков. Уважаемый Роберт Витальевич, примите от имени Министерства внутренних дел Российской Федерации и от себя лично искренние поздравления с Днем милиции Республики Абхазия. Этот праздник мужественных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь беззаветному служению Родине, укреплению правопорядка, обеспечению безопасности страны и ее граждан. Уверен, что взаимоотношения между нашими ведомствами будут только укрепляться и развиваться во имя и процветания наших государств. Желаю вам, уважаемый Роберт Витальевич, всем сотрудникам и всем ветеранам внутренних дел Республики Абхазия крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. По завершении торжественной части гостям мероприятия показали документальный фильм об МВД Абхазии. Затем началась концертная программа. С Днем милиции сотрудников поздравили артисты вокально-инструментального ансамбля «Гунда», детского хореографического ансамбля «Абаза» и государственного ансамбля народного танца «Кавказ». Надежда Боровикова, Торник Амичба, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Делегация Республики Абхазия прибыла в Женеву для участия в 65-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает пресс-служба МИД. В состав делегации, возглавляемым министром иностранных дел Олегом Барцец, входят замминистра иностранных дел Одиссей Бегувава, сотрудники МИД Лаша Авицба и Артур Гагулия. Исполняющий обязанности министра ИО замминистра иностранных дел Республики Ираклий Тужба направил поздравления вице-премьеру, министру внутренних дел Республики, генерал-майору милиции Роберту Киут в связи с профессиональным праздником – Днем создания органов внутренних дел Республики. В поздравлении, в частности, отмечается: во время Отечественной войны народа Абхазии на полях сражений работники милиции доблестно защищали родину. 9 из них присвоено звание Героя Абхазии. И сегодня сотрудники МВД стоят на страже законности и порядка в обществе. От себя лично и от коллектива Министерства иностранных дел в этот праздничный день хочется пожелать всему коллективу Министерства внутренних дел успехов в работе, а также благополучия и мирного неба над головой. Профильный комитет предлагает принять в первом чтении проект закона о многофункциональных комплексах. Проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Абхазии рассмотрели на заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, сообщается на сайте парламента. Вел заседание председатель комитета Беслан Халваш. Законопроект разработан в целях регулирования правового статуса многофункциональных комплексов. Предлагается ввести в сферу правового регулирования понятие многофункционального комплекса, то есть нежилого имущественного комплекса, состоящего из одного или нескольких нежилых зданий, содержащего в себе исключительно нежилые помещения разного функционального назначения. В составе многофункционального комплекса будет допускаться размещение офисных, торговых, спортивных, выставочных, образовательных и иных нежилых помещений. При этом многофункциональный комплекс не может включать в себя целиком или частично апартаменты или апарт-отель. Законопроектом устанавливается запрет на перевод нежилых зданий и нежилых помещений в составе многофункционального комплекса, равно как и самого многофункционального комплекса целиком или частично в жилые здания, многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, жилые помещения. Также устанавливается запрет на перевод жилых зданий, многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, жилых помещений целиком или частично в многофункциональный комплекс, либо в состав многофункционального комплекса. По итогам обсуждения члены комитета приняли решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии парламента для принятия его в первом чтении. Печальная весть. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, член Высшего совета АРОА Дамей Квицыня погиб в зоне специальной военной операции. Об этом «Спутник» сообщил командир дикой дивизии Донбасса Ахра Авицба. Уточняется, что Квицыня попал под огонь беспилотника, когда вытаскивал раненого бойца с поля боя.
Ректорат АГУ, профессорско-преподавательский состав и студенты педагогического факультета с глубоким прискорбием извещают о смерти старшего преподавателя кафедры педагогики и методик обучения Беслана Шотовича Аргун и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. Аргун начал свою преподавательскую деятельность в нашем Национальном университете в 1996 году на кафедре педагогики и психологии. Затем являлся старшим преподавателем кафедры педагогики и методики начального образования, ныне кафедры педагогики и методик обучения. Был автором ряда научных статей по педагогике. Добрый, отзывчивый, скромный, он всецело был предан своей работе, коллективу, своему призванию педагога. Светлая память о Беслане Шотовиче Аргун навсегда останется в наших сердцах, говорится в траурном адресе. Продолжаем выпуск. Дорожная статистика. С начала 2024 года в Абхазии произошло 290 ДТП, рассказал в эфире «Радио Спутник» глава ГАИ Дамей Авицба. В них погибли 83 человека, еще 388 получили травмы. Авицба уточнил, что в 2022-2023 годах в республике зафиксировали 400 аварий, в которых погиб 121 человек и пострадали еще 560. По его словам, такого явного снижения уровня дорожно-транспортных происшествий не наблюдалось за все военное время. По мнению Дамея Авицба, это стало возможным в том числе благодаря камерам видеофиксации, установленным на центральной трассе. Более 14 700 граждан Абхазии подали заявление на получение российских водительских прав, рассказал «Спутник» глава ГАИ Дамей Авицба. 12 600 из них уже получили документы, 715 человек еще не забрали, а 490 водителям отказали в выдаче. Причин для этого несколько. Если гражданин нарушал ПДД в России, был лишен прав, если он раньше уже получал российские права, и если при наличии внутреннего паспорта России приносил только загранпаспорт. За нарушение таможенного законодательства гражданину Абхазии придется заплатить более 3,2 миллиона рублей. Сотрудники Южной оперативной таможни выявили факт ввоза в Россию из Абхазии иностранного автомобиля с нарушением таможенного законодательства. Оперативники установили, что 36-летний гражданин Абхазии ввез в Россию автомобиль представительского класса Mercedes-Benz S55 AMG якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако в нарушение условий временного ввоза мужчина передал иномарку 34-летнему уроженцу Кабардино-Балкарии. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 3,2 миллиона рублей. Автомобиль изъят. Новости АГУ. 10 ноября в Абхазском госуниверситете открылись курсы повышения квалификации по специальности юриспруденция для сотрудников Государственного управления по землепользованию и земельному кадастру. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском госуниверситете. Цель курсов – сформировать компетенции для рационального управления земельными ресурсами, включая их учет, оценку и контроль использования, обеспечение эффективного использования земли в соответствии с ее природными, экономическими и социальными условиями. Установочная сессия курсов продлится до 19 ноября. Лекторскую группу курсов повышения квалификации составляет профессорско-преподавательский состав юридического факультета АГУ. Министерство культуры Абхазии объявляет о проведении открытого международного конкурса на лучший проект памятника народному поэту Абхазии Рушпею Хазаратовичу Смыр в городе Новоафон. Сроки проведения конкурса с 15 ноября по 15 марта 2026 года. 44-й театральный сезон Русдрама закроется большим концертом Государственной капеллы Абхазии. Это будет особенный вечер. Организаторы подведут итоги зрительского голосования, наградят победителей. В этом году новая церемония награждения, а после самый масштабный концерт капеллы Абхазии. В программе абхазская, русская и зарубежная музыка. Государственная хоровая капелла Абхазии по праву считается культурным достоянием страны. Капелла неоднократно выступала на лучших концертных площадках страны и мира, таких как Берлинская филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича, Большой зал Московской консерватории, Дома органной музыки в Киеве, Домский собор в Риге и другие.
9 ноября в Москве в мюзик-холл Людмилы Соколовой состоялся сольный концерт заслуженного артиста Абхазии Одиссея Аджинчал. Как признается сам Одиссей, это долгожданный концерт, и программа была насыщенной. Специальными гостями сольного концерта стали Людмила Соколова, Валерия Белова, Сабина Шамсет, Валерий Стронский, победительница телепроекта «Ты супер» Валерия Адлиева. Публика была в полном восторге, зрители получили заряд энергии и много положительных отзывов. В зале присутствовали гости, которые специально прилетели из Абхазии на концерт «Одиссея Аджинчал», рассказала главный организатор концерта Виктория Какалия. Певец из Абхазии Ливан Пхаладзе успешно выступил в шоу «Фактор» в Беларуси. Он исполнил песню «Не вставай на колени». Это сложная песня, и вокально, и эмоционально. Пока я пел, у меня внутри все переворачивалось. Это было не просто выступление, а настоящая исповедь, написал Пхаладзе. Певец получил 4 «да» от жюри: Ольги Бузовой, Дениса Клявера, Владимира Громова и Стаса Ярушина. Когда я закончил песню, увидел, что весь зал встал. А потом заметил, что и жюри аплодирует стоя. Это чувство невозможно передать словами, поделился он в своем телеграм-канале. Немного о спорте. Баскетбольная команда Апсны успешно завершила первый тур чемпионата СКФО и ЮФО, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. 2 поединка в Грозном принесли нашей команде важнейшую первую победу в новом сезоне 2025-26. Следующий тур пройдет в Пятигорске в конце ноября. Новую спортивную площадку открыли в Тхпарчале при поддержке России. По этому поводу состоялся концерт и был проведен товарищеский баскетбольный матч между школьными командами района. Глава Совета Краснодарского отделения общественного движения «Россия молодая» Роман Марченко подчеркнул, что это уже 11-й спортивный комплекс, открытый в Абхазии при поддержке Российской Федерации. И уже 2-я спортивная площадка, открытая в Тхпарчале. Гагрские футболисты одержали 2 победы подряд на всероссийском турнире в Геленджике. Всероссийский турнир по футболу «Осенний кубок» проходит на стадионах «Олимп» и «Экспресс» села Кабардинка городского округа Геленджик. В соревнованиях участвуют 16 команд со всей России. Среди участников юные футболисты из детско-юношеской спортивной школы Гагры. Под руководством тренера Виторио Куце абхазские команды стартовали уверенно, одержав 2 победы. Команда Гагра игроков 2013 года рождения разгромила хозяев турнира сверстников из Спарты со счетом 7-0. И сейчас о погоде. Во вторник, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. Температура морской воды 16 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.